Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лабинской районной администрации и администрация Лабинского городского поселения. С вами ведущий Юрий Рябовов. 26 июня прошел Международный день борьбы с наркотиками. Как всегда, этот день был отмечен многочисленными соревнованиями, которые проводятся под патронажем межрайонного отдела наркоконтроля нашего города. И вот к собравшимся ребятам в спортивном комплексе «Олимп» обратился с приветственными словами начальник Лабинского межрайонного отдела наркоконтроля Александр Курганов. Сегодня, 26 июня, праздник, всемирный праздник, посвященный Международному дню борьбы с наркотиками и наркоманией. Хотелось бы отметить, что, честно сказать вам, насколько велика проблема сегодня с употреблением наркотиков и с распространением, что только благодаря одному дню, такому празднику, его побороть невозможно. С этой проблемой мы должны бороться ежедневно. Поэтому не только вам, но и нам, и вашим родителям нужно бросить, и всему обществу нужно бросить все силы на устранение и ликвидацию этой проблемы, этой наркоугрозы. От лица Лабинского межрайонного отдела наркоконтроля я хотел бы пожелать в этот праздник вам всего наилучшего, светлого, доброго, здоровья, вести активный образ жизни, без вредных привычек, заниматься спортом. И я убежден, что ваши победы, они уже, мы знаем, что есть победы, это доказывает ряд соревнований, и ваши достижения послужат нам на благо нашего района, на благо нашей Кубани, на благо нашей Родины. С праздником вас, ребята! В бадминтонном спортзале состоялось первенство по бадминтону, посвященное этому дню. Соревнования проводились только в парном и смешанном разрядах. В парном разряде победителями и призерами стали у девушек Симанова Наталья и Хачатурян Сатяник, победительницы. Корчагина Полина и Кацубанова Виктория заняли второе место. Третья пара Быкова Арина и Микиртычян Софья. У юношей первенствовала пара Куценко Дмитрий, Вольных Валерий. Второе место у пары Куценко Александр, Непомнящих Сергей. Третье место у Хачатуряна Аганеса и Маринка Клима. В смешанных парах победителями стали Хачатурян Сатяник и Куценко Дмитрий. Второе место у пары Быкова Арина, Непомнящих Сергей. И третье место у Федорченко Ольги и Сардарьян Артака. В бассейне детско-юношеской спортивной школы «Лидеры» прошли соревнования по плаванию, посвященные опять-таки Международному дню борьбы с наркоманией. В этих соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Победителями стали девочки и мальчики: Сорокина Анастасия, Малышев Кирилл, Суханова Анна, Бабур Илья, Кравченко Александра, Катасонов Вадим, Гончарова Виктория и Недовесов Роман. 50 метров брасом проплыли быстрее всех Шульгина Мария, Чигидин Денис, Макеева Ирина, Лапин Кирилл, Соболева Алина, Колбасов Константин, Гончарова Виктория и Козеев Дмитрий. Также прошли соревнования по шахматам, в котором приняли участие около 20 юных шахматистов. Соревнования проходили по швейцарской системе в 5 туров с контрольным временем 15 минут на партию каждому. Из участников младшей возрастной группы лучше всех выступил Ляхов Тима из 5-й школы, набравший 4 очка из 5 возможных, занявший первое место. Столько же очков набрал Морозов Данил, 9-я школа, уступивший победителю по дополнительным показателям и занявший второе место. Третье место завоевал Дрокин Дима из 3-й школы. В старшей возрастной категории захватил и в напряженных поединках удержал лидерство Воробьев Семен из 9-й школы. Не смог настичь победителя, преследовавший его весь турнир, Мекеда Игорь, 6-я школа. Он занял второе место. Третье место занял Шабалин Егор из 9-й школы. В общем, турнир прошел на хорошем организационном уровне. Организаторы соревнования сделали все для того, чтобы ребята показали свое умение, получили удовольствие, приобрели опыт ведения турнирной борьбы. В спорткомплексе «Олимп» также прошли соревнования по стритболу, в котором приняли участие 10 команд. Это 4 команды юношей, 6 команд девушек, около 40 участников. У девушек победителями стала команда «Краса». Тренирует ее Кешишев Петр Тарасович. Второе место команда «Мечта». На третьем месте команда «Победа». У юношей первенствовала команда «Сатурн». Второе место у команды «Юпитер». На третьем месте команда «Меркурий». Команды, занявшие призовые места, отдельно юноши и девушки, были награждены грамотами. Спортивная гимнастика. В спорткомплексе «Олимп» прошел большой праздник художественной гимнастики.
В этих соревнованиях приняли участие 121 спортсменка из Краснодара, Лабинска, Новокубанска, Курганинска, Мостовского. Добрый день, дорогие жители города Лабинска и также гости. Сегодня у нас проходят соревнования по художественной гимнастике. В спорткомплексе «Олимп» проходит праздник грации, красоты и молодости. Нет ничего красивее и грациозней художественной гимнастики. Соревнования планировались как учебно-тренировочные сборы и мастер-класс совместно с нашим тренером Звоевой Ноной Ивановной. Но, к сожалению, жизнь распорядилась по-своему. Ноны Ивановны с нами нет. И мы проводим эти соревнования в память о хорошем человеке и замечательном педагоге, которая воспитала массу девочек, большое количество кандидатов в мастера спорта по художественной гимнастике. И в память о ней девочки, ученики, вернее, ее ученицы проводят эти соревнования. На соревнованиях сегодняшних будет разыграно более 100 медалей разного достоинства. К нам в гости приехали команды из Краснодара, Новокубанки, Мостовского района и Армавира. Соревнования проходят, как вы видите, в замечательном, хорошо оформленном зале спортивного комплекса «Олимп». Я надеюсь, что соревнования эти понравятся, девочки покажут свои лучшие результаты, и память о Ноне Ивановне будет в их сердцах. Спасибо вам огромное. Ко всем собравшимся на параде открытия обратился заместитель главы муниципального образования Лабинский район Игорь Юренко. Очень приятно присутствовать сегодня, смотреть на всех таких красивых, подтянутых, спортивных. Во многом символично сегодня этот праздник спорта, праздник художественной гимнастики совпал с Международным олимпийским днем. Очень жаль, что нет с нами Ноны Ивановны. Она очень много сил, на всю свою жизнь отдала тому, чтобы частичку своей души приложить в эти маленьких подрастающих спортсменов, в их души. Но я глубоко уверен, что она с небес видит этот праздник и радуется. Мне хотелось бы от имени по поручению главы района, героя труда Кубани Александра Александровича Садчикова, поприветствовать всех спортсменов, всех гостей нашего города в этом уютном спортивном комплексе «Олимп», пожелать всем спортивных успехов, высоких достижений, побед, хорошего настроения, высоких наград. И особенно хотелось бы обратиться к тренерам, к родителям. Большое вам спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы поддерживаете своих деток. И чтобы из них вырастали настоящие чемпионы. Поэтому еще раз примите поздравления и пусть победит сильнейший. Среди наших спортсменок лучшими стали Проскурякова Мария, которая заняла 2 место, Басургина Наталья, Крастинская Екатерина, Дачева Ксения, Желудева Камила, они все заняли 3 призовое место. Вебер Алина 2000 года заняла 2 место. За показанные результаты девушки были награждены ценными призами, медалями и грамотами. Отдельным призом за волю победе была награждена Купаева Мария 2005 года рождения. А самые лучшие девочки нашего города, им были вручены удостоверения кандидата в мастера спорта. Это очень почетное звание. Все они воспитанницы Ноны Ивановны. И вообще этот праздник художественной гимнастики прошел просто здорово. Очень хорошее отношение всех руководителей команд, всех тренеров. Да, и призовой фонд был достаточно весомым. И организаторы выражают благодарность всем принявшим участие в организации и проведении этого турнира. Ну и на сегодня это все. Вы смотрели очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет вам Управление физической культуры и спорта Лабинской районной администрации, администрация Лабинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Рябовов. Всего вам доброго, до свидания и не забывайте заниматься спортом.